Всем привет, ребята! Доброе утро! Все-таки свое берет. Сначала ждали мы этот снег, не могли выехать на технике, долго его не было. А теперь не можем избавиться, каждый день метет. И сегодня прям хорошенько нас так завалило. Была метель ночью. И все буранки, ребята мои, все перемело. В общем, как ни крути, ребята, зимушка, зима свое берет. Ну и в деревне что понятно, летом траву косим, зимой снег кидаем. Так что немножко надо поработать с утра, ребята. Как раз вот вы говорите пробежки, фитнес. Вот в деревне вот свой фитнес. Сейчас придется немножко поработать. Ладно, погнали. Ну вот откопались, ребята. Да, навалило так навалило. Потечком. Все, что дорожки были на озеро, к реке, наверное, все замело, ребята. Но это ничего страшного. Красота. Да, сейчас, наверное, дворники, вот у кого объекты большие, погибают. Ну его нафиг, вроде как праздники, а работать приходится. В общем, ребят, сегодня я вас собрал не за этим, конечно, понятное дело. Так как просто тут немножко по хозяйству в деревне. Вот, печки топлю. И пришли, ребят, подарки от зрителей канала. Хочу с вами поделиться. Я всегда показываю, хотя многие там для чего, зачем. Ну, канал, ребята, это не только рыбалка, это вообще моя жизнь, так скажем, в целом. Вот, и хочу с вами поделиться. Так что погнали домой. Патрон, че лаешь?
Так, ребят, ну что, посмотрим. Я, в принципе, знаю плюс-минус. Вот, потому что люди мне писали. С Пашей так я вообще на связи. Такой человек. Вот, и просто позвонил, ну, есть номера. Андрюха, какой размер? Я говорю, такой-то, такой-то. Все, говорит, понял. В следующий день просто все лови. Ну, короче, давайте поподробнее. Так, в общем, две посылочки. Ребят, первая посылочка, вот такая небольшая. Это у нас Цветков Юрий Владимирович, Ленинградская область, город Сосновый Бор. Интересное такое название. Вот. Давайте, ребята, распечатаем. Подарки получать, конечно, всегда приятно. Спасибо, конечно, огромное. Что... Хотя я от многих отказываюсь. Вот многие пишут: Андрюх, дай адрес. Я говорю, да, не стоит. Но, Андрюх, чисто от души, от чистого сердца, как бы. Понятно, что люди, как бы, знаете, смотрят ролики и как бы что-то как-то вот. А естественно, я показываю на канале, потому что это делается от души, приятно и независимость. Запаковал-то вообще красавчик. Ну да, как работает наша почта, то это лучше как говорится, перебздеть, чем недобздеть. А у нас вообще, ребят, в деревне работают раз в неделю. И не успел получить. Все, считай, жди следующей недели. Бам-бам, ребята. Так и есть. В общем, на канале у меня выходил ролик, я менял масло. И многие писали, что, Андрюха, есть насосы специальные. Не надо ничего снимать двигателя там. В общем, и все правильно. Я вспомнил, что Юра мне написал. В плане, говорит, Андрюха лежит, говорит, в гараже, говорит, без дела. А твой ролик, говорит, посмотрел и хочу, говорит, тебе подогнать, в общем. Давайте, ребят, распечатаем, посмотрим. Так. Тут у нас идут шланги вот такие. Шланг такой. Это, мне, я так понимаю, вот в двигатель. Это сам к насосу. Идет у нас вот такой, ребята. В общем, от аккумулятора. Чик. Ну, с этим проблем нету. У меня и переходники есть, и есть мощный аккумулятор. И, в общем, сам, ребят, насос. Вот. Ну, вот это конкретно, ребята, для слива масла в машинах. Так, здесь два отверстия. Надо будет разбираться. Вот. Тут что-то у нас еще есть. Это хомутик. Ну и сама инструкция, в общем. Так, вот. Один мы суем. Вот. А второй вот. Все понятно, значит. И вот, ребят, видите, показано, как без проблем сливается масло. Блин, ну круто. Круто. Имея технику, конечно, вот мотоцикл у меня присутствует. Ну и машина как бы тоже у нас есть. Вот. Теперь можно без напряга, ребята, это сделать. В общем, ничего сложного. Ну, круто, круто. Спасибо, Юра, огромное. Очень от души приятно. Такая штучка будет у нас теперь. Да, не только, в общем, пацаны, он мучаются в деревнях. Вот у меня-то, говорю, двигатель на быстросъемниках. Я его снял и погнал. А здесь у многих двигатель непосредственно прям к раме. И вот мужики мучаются, наклоняют технику. Вот. Все масло по раме текет по капоту. А тут вот, ребят, сейчас будет у нас штука. Просто вот все спрашивают у меня в деревне, как ты сливаешь. Я говорю, да вот просто, блин, а у нас, говорит, такого нету. У нас двигатель крепко. Ну, теперь будет у нас, ребят,
также пацанам буду помогать сливаться. Вот. Все круто. Отличная вещь. Не знаю, ребят, вот название экстрактор какой-то. Все не по-русски, но и смотрю, что возможно даже и не китайский. Хотя, не знаю, хотя навряд ли. Вот такой насосик, ребята. 12 вольт. Все, круто. Ну, уже весной будем пользоваться, будем пробовать. Потому что меняю 2 раза масло. Где-то в конце февраля, начале марта будем, ребят, заливаться. Спасибо, Юра, огромное. От души. Вещь нужная прям. Потом обязательно покажу его в деле. Да и пацанам, говорю, в деревнях кто-то, если что, буду помогать в плане этого. Но идем дальше, ребят. Еще одна посылка. Ну, это уже, не знаю, это уже свой человек, потому что мы на связи. Он мне, помимо то, что вот послал посылку, он мне помогал 2 раза уже финансово в поездке. Просто я как-то говорил, Андрюха, ну, собираюсь там туда-сюда. Он говорит, куда собираешься, что, как? И чисто, говорит, так, на бензинчик. В общем, от души. Как бы, ну, говорю как есть. Потому что есть люди, которые вот реально поддерживают. И не только вот как-то, ну, еще вот, ну, есть возможность у человека, а он делает, как бы, чисто от души. Я говорю, ну, неприятно как-то. Я, говорит, тебя смотрю, мне нравится, я, говорит, хочу тебе помочь. Ну, тут дело такое, говорит. Я, говорит, иду в кинотеатр, плачу деньги за фильм, за попкорн. А здесь почему, говорит, я не могу тебя так же сделать, облагодарить и так далее. Так что погнали смотреть второй. Ребят, это, короче, от Пашки. Но это не от братульца, но это тоже братулец. Пашка, он с Вологодской области, с Череповца. С Пашкой я в этом сезоне увижусь. Возможно, даже не один раз. У нас уже запланирована поездка. Так что обязательно, ребята, вас с ним познакомлю. В общем, я тут предполагаю, ребят, что здесь костюм зимний на рыбалку. Потому что Пашка мне позвонил. Андрей говорит, какой размер? Я говорю, такой-то. Ну, куртку, говорит, сейчас покупал. Я в этом сезоне хотел менять костюм. Вот. Что-то смотрел цены. Я думаю, нафиг. Сходил на рынок, купил куртку. Просто, без штанов. Потому что думаю, блин, ну мне хватит на сезон. А тут, короче, Пашка говорит, костюмчик тебе, говорит, на рыбалочку. Так, ребятки. Пакеты в пакетах, короче. Ничего себе, даже с сумкой. Сумка идет, ребят, с ним, смотрите. Бабам! Аласкан. Фишинг. Германит Аласкан, ребят. Наверное, кто-то узнал эту модельку. 1991. Вот такая сумка идет с ним. То бишь, можно брать куда-то в поездке. Конкретно. Да ладно, шапочка даже, ребят. Смотрите. Фирмач. Вот такая шапочка. Мягенькая, флизовская. Аласкан тоже. Отдельно. И вот такой костюмец. Так, ребятки. Это комбезик. Вот такая расцветочка. Кармашки, утяжечки, лямпочки. В общем, что-то минус 30 вижу. Вот такой комбез. Эти карманы очень удобные, кстати, да. Вот эти есть карманы. Молния. Ну, такой огонь. Снизу что у нас? Вот такие утяжки на сапоги. Большие причем.
молнии красные. Такой стильный костюмчик. Ну и в общем и куртейка, ребят. Светоотражайка на спине, смотрю сразу. Вот. Тут у нас запасные. Ну, в общем, это понятно. Такой стильный, ребята. Стильный, модный, молодежный. Блин, кайф вообще. Вот это кайф. Тут что у нас? Да ты что, смотри. Фига себе, специально тряпочкой, ребят. Руки вытирать. На этом. Хрена себе. Мутят воду. Короче, наверное, сейчас, ребят, его прикину, приодену. И уже посмотрим вместе. Ну, я, наверное, правильно говорю. Аласкан. Да, конта какой-то. Аласкан. Профессионал. Германит. Короче, я сейчас, ребят, его прикину. И уже посмотрим. Выглядит круто. Бля, братва, на меня прям шитый. Вообще огонь. Все, подошел по размерчику. Все. Такие кармашки, вот манжеты, ребят. Ну, в общем, это что, конкретно рыболовный костюм. Вот даже вот эта вот хрень мне. Я прям в шоке был. Даже фирмач понял. А я потом что-то, ребят, туплю. Я же в кофте был. Вот кофту моя рыбацкая, я ее ношу уже не знаю сколько. Это вот то же самое. Что-то вспомнил красную молнию вот эту. Потом думаю, блин, ребят, это она же есть. Ну, как бы это не реклама, ребят, это я покупал за свои деньги здесь у себя в городе. И вот я не знаю сколько уже, 3-4 года, 3 года точно. Я ее уже стирал, перестирал, потому что, ну, хожу, потею. Вот, она как была у меня, так она и есть. Короче, может, Пашка специально как бы замутил, не знаю. Ребят, ну что, крутой костюмчик. Я знаю, сколько эта кофта стоит. Я примерно понимаю, что это не дешевый костюм, вообще ни хрена. Боковые. Здесь на молниях. Тут грудной карман. Ну и комбез, ребят. Ну еще шапка, короче, в подгон, ребят. Блин, ну это вообще дорого-богато, конечно. Да? Точно, ребят. Офигеть. Ну, братан, спасибо огромное. Это вообще, конечно, подарок такой приятный очень. Я просто... Блин, ну мне жалко будет его в лес таскать. Вот куда-то, если так ездить чисто на лайте, а в тайгу, блин, жалко такой костюм. Потому что дрова и печки, и мало ли что, где прожгешь. Понятное дело, тоже висеть как бы он дома. Тоже, ну, смысл висеть. Блин, жалко, конечно, в тайгу-то брать такой. Куда-то в поездке, да, ребятки? Вообще, я доволен, ребятки. Фу, надо снимать, ребят, жара, все. О, вот она. Че? Вторая рядом молния, ребят. Короче, все понятно здесь. Такой костюмчик, конечно. Это я прям вообще в шоке. Да. Да, ребята. Конечно. Добрый костюмчик. Я не спорю. Вообще кайфовый. И главное этот, мой размер. Ну, говорю, жалко мне, ребят. Жалко прям вообще, я не знаю, носить. Потому что дровами занимаюсь, говорю, вот всякими вот этими делами, блин. Порвешь, зацепишь где-то. Тоже такое себе. Я вот почему и таскаю дешевые курки. Как бы я понимаю, что, ребят, качество это давно уже играет роль. Я уже сам давно топлю за качество. Раньше покупал
Дешевые фонарики не жалко, сломался и похрену. Но когда я понял, что именно он ломается, когда тебе нужен свет в лесу, в тайге, вот тогда я понял, что ну его нафиг. И, соответственно, лучше поднакопить и взять проверенное, хорошее. Я понимаю, что в этом костюме похрену дождь, похрену что-то еще, потому что он выдержит и снегоходную поездку и так далее. Потому что, ну, круто. Козырек здесь. Капюшон, кстати, я не посмотрел. Козыречек, тут такая проволока жесткая. Да. И понял уже, что когда он подводит именно тебя в лесу, то ну его нафиг. И как бы сейчас уже более топлю я за дорогие вещи, потому что вот, ну я вам говорю, вот, ребят, вот эта кофта, я уже застирал ее, перестирал, а ей хоть бы хны. А простой свитер постирал, он у меня в 2 размера меньше стал, а это как была на меня, так шито, так и есть. Карманов, конечно, море. Тут, вот тут карман на липучке, тут на липучке. И вот это самая крутая штука, мне понравилась. Вот, доп карман, ребят, не надо постоянно расстегивать. За опарышем, за мотылем. Он у тебя снаружи и как бы и внутри. Вот, я так понимаю. Минус 30, да, ребята. Ну, понятно, что здесь пропускные вот эти режимы. Потеешь, не потеешь. Блин, кайф. Вот такие подарочки, ребят, на Новый год. Спасибо, Юра, за вот этот насос. Потому что, ну, блин, вот реально, что, постоянно вот эти телодвижения лишние. Баз засунул и слился, да, грубо говоря. Баз залился, все. То бишь, это может прям в дороге сделать. Неважно, там какой-то гараж нужен. Прогрелся, аккумулятор, чик. Все, пожалуйста. Ну а за костюм вообще огромное спасибо, братан. Вообще класс. С Пашей. Возможно, мы увидимся, судака половим. Ну а так у нас уже запланирована в конце января поездка. Там будут все, в общем. И Пашку с вами познакомлю. Вот такой мужик просто. Ну, я не знаю, взял, просто появился резко, вот и все. И просто звонит: Андрю, как дела? Че, как жизнь, здоровье? Все нормально, все, давай на связь, все. Как бы, знаете, вот так. В общем, ну такой пацан. Ну, блин, конечно, я представляю, ребят, сколько, наверное, этот костюм стоит. Дорого. Сейчас у нас из дешевых. Ну, я сужу по этой кофте, которая стоит 5000. Ну, понятно, костюм, наверное, все 30 там, наверное, стоит. Спасибо, пацаны, вообще, да, спасибо в целом. Всех ребят с наступающим Рождеством. Точнее, уже с Рождеством. Вот, с Новым годом. И будь добру. Быть добру, ребята. Ну, это никакое не хвастовство. Вот там многие вот почему-то вот пишут, какие-то зависти начинают пускать. Я не хвастаюсь, это просто показал, отблагодарил. Я не знал, какой костюм там, что. Он просто размер спросил, и все. Как бы это от души, это никакая там халява, как многие там говорят, пишут. Человек, есть возможность, он взял, сделал красиво, и ничего никому и не должен, в общем, понимаете. А тот, кто считает, что вот так как-то вот, ну, считайте. Вот. Так что давайте, ребят, связь. В полноценно, ребят, сборы. Вот, жерлицы сушу. Полноценно собираюсь, ребят, выезжать на реку. Вот, но в этом сезоне река очень опасная, ребята. Воды, говорит, стоят, ну, были разведки, мужики ездили. Очень много воды, дырявая река. Снегом завалило, морозов-то толком не было. Где-то 20 сантиметров, где-то вообще 10, а где-то вообще промоины. Так что, ребят, в этом году на реке, конечно, очень опасно. Вот, тем более течение, это не озеро. Ну, будем заезжать, ребят. Сейчас, скорее всего, после таких снегопадов сразу поездкой ехать не вижу смысла. Как-то налегке, наверное, пробить путик, пробить дорогу, выехать на реку, посмотреть и пробить как-то, не знаю. В
В общем, посмотреть надо, разведку, ребят, сделать. Пускай это потратится там 10 литров бензина, но я считаю, это будет правильнее. Потому что сейчас подходить надо, ребята, аккуратно к этому делу. Все, ребятки, давайте, будь добру, связь. Увидимся на рыбалке. Пока.